Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... Уже становится очевидным, что инициатива Дональда Трампа создать Совет мира вышла далеко за рамки очередной платформы по урегулированию одной конкретно геополитической проблемы – ситуации в секторе Газа. Совет мира фактически продвигает идеи нового миропорядка и является инструментом его реализации. А визионером и флагманским актором его, несомненно, является нынешний хозяин овального кабинета. Не ускользнуло от внимания то, что проект Совета мира был представлен вне рамок традиционной архитектуры ООН. Отсутствие прямой опоры на резолюции Совета Безопасности и критический тон в отношении существующих миротворческих механизмов ясно указывает на стремление Трампа выстраивать альтернативную систему взаимодействия, основанную на роли конкретных государств, а не громоздких институтов. В этой связи показательно, что Азербайджану было предложено присоединиться к Совету мира в статусе государства-учредителя. И это не просто протокольный жест. Трамп недвусмысленно дает понять, что воспринимает Ильхама Алиева как лидера Южного Кавказа. Это находит свое подтверждение и в приглашении президента Азербайджана на саммит мира в Шарм-эль-Шейхе, и в инициированных самим Трампом диалогах с Ильхамом Алиевым на крупнейших международных площадках, включая 80-ю Генеральную Ассамблею ООН. Знаковым решением, демонстрирующим новый вектор развития отношений США и Азербайджана, несомненно, стало решение о приостановке действия одиозной 907 поправки. В том же ряду стоит расширение формата С5+1 с учетом роли Азербайджана и поддержки США среднего коридора как стратегического транзитного направления, а также поддержка реализации Зангезурского коридора. Дополнительное значение для Вашингтона имеет уникальная внешнеполитическая конфигурация Баку, устойчивые связи с арабским и исламским миром, выверенные отношения с Израилем, союз с Турцией и поступательное развитие взаимодействия с Китаем. Наконец, нельзя игнорировать военный и государственный потенциал Азербайджана. Победа в Отечественной войне, высокий уровень боеспособности армии и масштабные проекты восстановления освобожденных территорий закрепили образ страны как сильного и дееспособного политического субъекта. В совокупности все эти факторы формируют устойчивое восприятие Азербайджана администрации Трампа как стратегически значимого партнера и одного из опорных элементов новой региональной и мировой политики США. Президенты Азербайджана и Армении встретились на панельной дискуссии Евроньюз в Давосе впервые после подписания исторического мирного соглашения, заключенного при посредничестве Дональда Трампа в Белом доме в августе. Ильхам Алиев заявил, что положившее конец 30-летнему конфликту соглашение служит примером того, как страны, находившиеся в глубоко враждебных отношениях, теперь могут перейти к сотрудничеству. Президент Азербайджана призвал лидеров стремиться к миру во избежание затяжных конфликтов, которые только вредят всем. We took situation into our hands, and we did it. We restored justice, international law, our sovereignty, territorial integrity, and then we achieved peace. And then we stopped. And for the leader of the country, which suffered for 30 years, to stop at the right time is a very responsible and very important decision. We could have continued. I want to be very open with you and with the audience. But that would lead to endless wars. That would lead to more sufferings, more victims. Президент Армении Вагн Хачатурян был солидарен с азербайджанским лидером. Աշխարհը շատ ավելի վատ իրավիճակներ է տեսել, մարդկային զոհեր միլիոնավոր եւ այլն, բայց իրավիճակից դուրս ենք եկել։ Նույն Եվրոմիության այսօրվա գոյությունը պայմանավորված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ճանապարհների փրկրկով։ Ընդամենը 12 տարի հետո այդ արդեն համաձայնագիրը կնքվեց։ Մարդեն տեսեք Երևանում մարդիկ գնում են ադրբեջանական վարելիք եւ մեքենաներ են վարում։
տարիներ առաջ երբ որ դրա մասին խոսեիք, ինչ որ ճշտամական վերաբերմունք այլ կերպ ընդունվում էր։ Բայց սա այն իրականությունն է, որում հիմա մենք ապրում ենք։ К двум лидерам присоединился президент Сербии Александр Вучич с более мрачной оценкой происходящего в мире, призвав лидеров отдавать приоритет многостороннему сотрудничеству, а не национальным интересам. Everybody is taking care of its own national interests. Nobody cares about multilateralism. And this is the biggest mistake that all of us made in the past. And now, no one can correct it. This divorce between US and Europe is not going to be just a temporary issue. It's going to last for quite a more time. And at the end, we'll all have to pay the price. Wish we had more time. Thank you very much for participating. Thank you for being here. And thank you for watching this live. Bye. Thank you. Азербайджанская республика, располагающаяся на территории Южного Кавказа, на сегодняшний день является единственным государственным образованием азербайджанских тюрков. Однако, история нашего народа гораздо более величава и охватывает собой территории обширнее нынешних границ нашей Родины, доходя до Ирака, Сирии и порой даже Индостана. Знание этих удивительных, а порой и малознакомых для широкой общественности страниц нашей истории должно служить для нас неисчерпаемым источником вдохновения. Дорогие друзья, давайте вместе окунемся в прошлое и охватим взглядом все государства, образованные усилиями наших предков. Государствообразующим этносом Азербайджана являются тюрки. Азербайджанские тюрки исторически населяют территории нынешней Азербайджанской республики, Иранский Азербайджан, восток Турции, южные, юго-восточные и центральные районы Грузии и юг Дагестана. Кроме того, азербайджанские тюрки из числа кашкайцев расселены на юге Ирана, из числа туркман в Сирии и Ираке, Кызылбашей в Афганистане. Доминирование в регионе тюрков-оғузов относится к XI веку, когда оғузы под предводительством сельджуков начали переселяться на запад и буквально наводнили территории нынешнего Ирана, Азербайджана и Анатолии. Никита Ханиат, византийский историк, пишет: будучи богаты стадами, сельджуки нуждаются в лугах и пастбищах, и поэтому оставляют свои жилища и со всем семейством переходят в римские пределы. Новосельцев, Пашута и Черепнин в труде «Пути развития феодализма» пишут так. С основанием Сельджукской империи оғузы распространились по всему Ирану, но особенно интенсивно обосновались в Малой Азии и нынешнем Азербайджане. Интересно, что Николай Александрович Баскаков в своем произведении к вопросу о классификации тюркских языков относит староосманский, турецкий, азербайджанский тюркский и, собственно, сельджукский языки к оғузо-сельджукской подгруппе, тогда как туркменский включен в оғузо-туркменскую подгруппу. Клод Каен так оценивает роль Азербайджана в Сельджукской империи. Азербайджан остался экономической базой тюрок, выделенных вперед в районы, недостаточно заселенные тюрками. И далее, через Азербайджан и второстепенно через Диярбакыр происходил контакт между туркменами Ирана и Анатолии. Важно отметить, что до своего переселения на запад на территории Казахстана существовало оғузское государство, или как его называют иначе, Оғуз-Ябгу. Турецкий историк Йылмаз Остуна приводит следующие цифры.
Если в XI веке в Огузском Япулуке насчитывалось 24 города и несколько миллионов человек населения, то в XIII веке осталось всего 4 города, так как большая часть огузов ушла в Анатолию и в страны Ближнего Востока. Следующим за сельджуками тюркским государством, охватывающим территорию Азербайджана, было государство Ильдегизидов, или Великих Атабеков Азербайджана. Ее основатель, Шамсаддин Ильдегиз, по происхождению был рабом из кыпчаков. Сперва, служа сельджукам, со временем Ильдегиз настолько возвысился, что основал свое собственное государство. Это государство существовало около 90 лет. Примечательно, что оно было разгромлено тюрком Хорезмшахом Джелал-ад-Дином. Столицей государства Ильдегизидов были Нахчеван, Тебриз, Эрдебиль и Хамадан. За великими атабеками следует государства двух огузских конфедераций – Каракоинлу и Аккоинлу. Касательно племен родоначальников этих государственных образований, Миклуха Маклай пишет: племена эти, получившие впоследствии название кызылбашских, были родственны по языку и происхождению с азербайджанскими племенами, создавшими государства Каракоинлу и Аккоинлу, которые в 15 веке последовательно владели Азербайджаном и большей частью Ирана. Примечательно, что еще до религиозной деятельности сефевидских шахов шиизма придерживалась и верхушка Каракоинлу. Минорский пишет: касаемо Каракоинлу очевидно, что они претендовали на нечто большее, чем доминирование при помощи грубой силы, и что в попытке объединить своих сторонников на базе шиизма они могут рассматриваться как предшественники сефевидов. Тот же автор относит язык произведений Джахан-шаха, одного из правителей Каракоинлу, к азербайджанскому тюркскому языку. В целом, язык поэм Джахан-шаха принадлежит группе южно-туркманских диалектов, известной под названием азербайджанский тюркский. Выходцем из Каракоинлу был и основатель государства Купшахидов в Индии, султан Кули-Бахарлу. И тут мы находим интересные детали у Минорского. Султан Гуле мигрировал в Индию ко двору бахманидов. Позже, ближе к 1512 году, он стал их преемником и основал новую шиитскую династию Купшахидов. О нем говорится, что он гордился тем, что двунадесятное вероисповедание не было инициировано сефевидами, но что его семейство исповедовало его даже во времена Кара Мухаммада и Кара Юсуфа. На смену Каракоинлу пришли родственные им Аккоинлу. Правившая верхушка государства происходила от огузского племени Баяндур, и в отличие от Каракоинлу, правители Аккоинлу держались суннитской ветви ислама. Свидетельство тому мы можем найти у Фазлуллаха ибн Рузбихана Худжи. Они, Аккоинлу, никогда не поддавались ложным верованиям, как это было со многими Каракоинлу, которые из-за дурных склонностей и общения с еретиками достигли краев ада. Ни один баяндур не пал жертвой безбожия, фанатизма или мутазилитства. Кызылбашское государство, или Даулет-и-Кызылбаш, являлось продолжением Каракоинлу и Аккоинлу. Миклуха Маклай открыто утверждает, что сефевидское государство не только считалось преемником Каракоинлу и Аккоинлу, но и не являлось персидским государством. Говоря про сефевидов, важно подчеркнуть роль азербайджанского тюркского языка в этой империи. Еще Жан-Батист Тавернье описывал так: персидский, используемый дворянами, состоит почти полностью из арабских слов, по той причине, что персидский язык очень скудный.
Арабский – язык образованных, на котором написаны их книги. Язык двора – тюркский, но гораздо более мягкий и элегантный, чем в Константинополе. Приведем и другой источник. Мы должны учитывать, что с 977 по 1925 годы почти 1000 лет тюркские и монгольские династии правили Ираном. В персидском языке тюркские заимствования преимущественно относились к сферам управления, государства, закона, армии, военного дела, вооружений и трофеев. В то время как двор Дели, двор тюркской Индии, говорил на персидском, официальным языком сефевидского двора был азербайджанский тюркский. Следом за сефевидами идет эра правления выходцев из огузского племени Афшар. Афшары поныне сохраняются в составе азербайджанских тюрков, причем как Азербайджанской республики или Иранского Азербайджана, так и в составе Кызылбашей Афганистана. Подполковник Клюбакин следующим образом описывал это племя. Афшары – важнейшие из тюркско-татарских племен, как по величине, так и по участию в вооруженных силах. Большая часть их группируется в двух местах: вдоль восточного берега озера Урмии в Азербайджане и между Хамаданом и Кирманшахом на границах Ирака с Луристаном и Кингавер. Сохранились диалоги Надир-Шаха, основателя Афшаридской династии, с армянским католикосом Критации на азербайджанском Тюрки. Кроме того, Арунова и Ашрафян пишут свои книги «Государство Надир-Шаха Афшара». Чтобы привлечь на свою сторону кочевавшие в районе Урмии афшарские племена, Надир подкупил племенную верхушку, именуя их своими одноаульцами. Ряд источников говорят нам об исповедании Надиром шиизма в молодые годы. Посылая молодого Надира в Исфахан с вестями о победе над туркменами, Баба Али публично продемонстрировал свою оценку, возвышая Надира над другими офицерами. После возвращения Надир женился на дочери Баба Али, и первый сын Надира, Реза Гули, был рожден в этом браке 15 апреля 1719 года. Имя Реза Гули, как и имена от рождения других сыновей Надира и имя его отца, Имам Гули, является твердым индикатором того, что Надир был рожден и оставался в молодости мусульманином-шиитом, что им можно было ожидать от его афшарского кызылбашского происхождения. Нельзя обойти стороной тот факт, что афшары правили и на территории Индостана. Последняя династия Бенгалии происходила от афшаров. Последним правителем этих земель стал Махмуд Али-хан Афшар, также известный как Сирадж-уд-Доула. В 1757 году в битве при Палаши знаменитый Роберт Клайв разгромил Сирадж-уд-Доулу и его французских союзников. Сирадж-уд-Доула лишился власти и был казнен по приказу представителя династии Наджафи. В результате Бенгалия лишилась независимости и формально управлялась представителями династии Наджафи. Вообще интересно, что из 5 деканских султанов, существовавших на юге Индостана, 3 управлялись династиями азербайджанского тюркского происхождения. Это Бидарский султанат, династия Барид-Шахидов, основатель, как гласят источники, тюрк-шиит из Восточной Грузии. Колконский султанат, который мы упоминали ранее. И Биджапурский султанат, династия Адиль-Шахидов. Согласно некоторым источникам, например, Варджа-Булар, основатель происходил из Ак-Коинлу. Ради справедливости отметим, что некоторые авторы считают его выкупленным рабом-грузином. За правлением афшаридов наступили годы царствования другого тюркского племени – каджаров. Каджары были последней тюркской династией Ирана, после них к власти в Иране пришли Пехлеви. Основатель династии каджаров Ага Мухаммед Каджар сам говорил про свое происхождение.
Если роду туранских государей прилично хвастаться славою и свойственно гордиться величием, то ведь и наша ветвь от того же самого корня, род Каджар-Нойона, не ниже Манкыта. Племя наше славное и достойное, даже выше Салдуса, Джилаира и Узбека. Следует воздать хвалу Господу Мирохранителю, что владения Турана и Ирана, Византии и России, Чина и Мачина, Хатая, Хотана и Индостана он даровал великим домам тюркским. Французский археолог Виктор Берар следующим образом оценивал роль азербайджанских тюрков в государстве каджаридов. Каджар по-прежнему является главой тюрок всех оттенков, которые хозяйничают в Персии, подобно тому, как тюркский язык по-прежнему остается языком армии и администрации. Этим хозяевам-тюркам нужен царь для защиты их бенефиций от мятежа туземцев. В другом месте Берар говорит так. Азербайджанские тюрки-азери и другие монголизированные были главными в империи сообщниками тюрка Каджара, который сам был тюрк-азери, переселившийся некогда в Астрабадскую землю. Кроме всего прочего, языком двора Каджаров также был тюркский язык. При дворе фарси используется при государственных событиях, но в других случаях королевское семейство, достигающее 2 или 3 тысяч принцев и принцесс, наслаждается языком, который их предки принесли от стен Китая. Есть момент, который мы не можем обойти стороной. Практически все тюркские государства в этом регионе были продолжением друг друга. Между ними была прямая преемственность. Давайте кратко повторим и убедимся в этом. Первым огузским государством в наших краях были сельджуки. От сельджуков выделились атабеки Азербайджана. Позже здесь зарождается Каракоинлу. В составе Каракоинлу были племена Бахарлу, Саадлу, Караманлу, Алпаут и так далее. Спустя некоторое время у Каракоинлу появляется родственный противник – Аккоинлу. Уничтожив первых, султана Аккоинлу становится огузским государством Азербайджана, Ирана и Ирака, а племена Каракоинлу спокойно вливаются в состав нового государственного образования. Но позднее и у них появляется противник – кызылбашские орды, глава которых, Шах Исмаил, сам приходился внуком Узун-Хасана, правителя Аккоинлу. Налицо преемственность сефевидов не только по этнической составляющей, но и по династической линии. Основали сефевидов 7 тюркских племен – Текелли, Зулькадар, Шамлу, Румлу, Афшар, Каджар и Устаджилу. Кто приходит после долгого правления сефевидов? Афшариды, основатель которых, Надир-Шах, был из огузского племени Афшар, которое, в свою очередь, стояло в числе племен-основателей сефевидов. И, наконец, кто пришел после короткого правления афшаридов? Каджары из кызылбашского племени Каджар, довольно крупного и сильного. Тюркские государства региона не приносили нового этнического компонента. Все они состояли из одних и тех же тюрко-огузских племен. Например, возьмем Шамлу. Люди могут сказать, что за Шамлу? Их не было в списке 24 огузских племен. Да, это так. Но Шамлу сами вышли из Афшаров и Бегдили. Будучи когда-то туркоманами Сирии, Шам – это арабское наименование Сирии, это племя вернулось обратно в Анатолию и Азербайджан, где приняло шиизм и стало одним из кызылбашских племен. Вся наша история похожа на этот круговорот. Круговорот одних и тех же племен, одного и того же народа. Но мы пойдем дальше. Важно не забыть про тюркские ханства, которые охватывали все земли проживания нашего народа.
некоторые из их правителей, как, например, ханы Гянджи или Еревани, имели родственную связь с каджаритской династией и сами были из племени Каджар. Период правления каджаров ознаменовался трагическими событиями, выпавшими на долю азербайджанских тюрков. Растущие аппетиты двух крупных держав Российской империи и каджаритского государства в Кавказском регионе вылились в целую серию кровопролитных войн, итогами которого стало подписание в 1828 году Туркманчайского мирного договора, в результате которого произошло разделение некогда единого ареала проживания азербайджанских тюрков в Передней Азии. Итогом войн стало отторжение части тюркских ханств в пользу Российской империи и развитие местного тюркского населения в формате другого государственного устройства. Становление новых общественных отношений на месте некогда закостенелого религиозно настроенного социума вкупе с развитием капиталистических отношений стало почвой для зарождения новых представителей среди местного тюркского населения. На месте старых идей появились прогрессивные мысли, выразившиеся в становлении тюркской печатной публицистики. Гасанбек Зардаби, Алибек Гусейнзаде, Мирза Экбер Сабир, Джалил Меммед Гулизаде, Султан Меджид Ганизаде, Ахмад Джавад, Мемед Амин Расулзаде, Али Мардан Топчебаши и многие другие стали той новой плеядой писателей, драматургов, общественных деятелей, которые смогли сформировать в тюркском населении единое и цельное общественное мнение, выражавшееся в потребности национального единства среди тюрков Закавказья в формате собственного независимого государства. Некоторые из тех общественников стали в последующем отцами-основателями независимой Азербайджанской Демократической Республики, появившейся в 1918 году на политической арене мира. Некогда выраженные на бумаге идеи национального единства с развитием демократических ценностей, становление парламентаризма в стране, предоставление права голоса независимо от гендерной принадлежности, возможность получения образования на родном тюркском языке, свобода печати в СМИ, свобода вероисповедания на территории государства стали осуществимой и достигнутой целью тюрков Азербайджана. Стоит отметить, что тенденция консолидации тюрков вокруг идеи демократии и национального единства находила свое отображение повсеместно, где было представлено тюркское население. Это и создание Аракской Тюркской Республики во главе с Джафаргулу хан Нахчеванским на территории бывшей Ереванской губернии в ноябре 1918 года. Появление Юго-Западной Демократической Республики в декабре 1918 года на территориях бывшей Карской и Батумской областей Сурмалинского уезда. Повсеместное появление тюркских государственных образований преследовало не только цель защиты местного населения от внешних угроз, но и формирование у всех граждан государства общественного сознания. Даже в тяжелые моменты существования Юго-Западной Демократической Республики не переставал действовать парламент во главе с представителем правительства Ибрагимом Беком Джангировым, уроженцем города Карс. Активное вовлечение местного населения в жизнедеятельность целого государства нашло отображение в деятельности движения Мешруте в 1905-1911 годах в Каджаритском Иране. Здесь известные тюркские деятели этого движения Саттархан и Багирхан стали проводниками для населения иранского Азербайджана в достижении идеи демократии и общественного порядка в стране, где правившая элита каджаров полностью разорила социально-экономическую базу государства в угоду личным интересам.
Позже, в июне 1920 года, Хиябани удалось даже временно обособить иранский Азербайджан от остального Ирана, провозгласив государство Азадистан. Правда, Азадистан смог прожить всего лишь несколько месяцев. Важной страницей в истории государственности азербайджанских тюрков являлась и Демократическая Республика Азербайджан, провозглашенная в 1945 году в иранском Азербайджане. Возглавляемое Сеидом Джафаром Пешавари и поддерживаемое Советским Союзом это государство, несмотря на свою непродолжительность, за короткий срок провело важные реформы. Вот некоторые, и, пожалуй, главные из них. Азербайджанский тюрки был объявлен официальным языком, в школах было начато его изучение. В Тебризе был открыт первый университет на азербайджанском тюркском. Женщинам было дано право голоса, и земли беков были поделены между крестьянами. Движение Пешавари было левым, но оно носило национальный характер. В условиях прессинга шахского режима Пехлеви, сложившегося в Иране с 1925 года, это движение для тюрков было подобно глотку свежего воздуха после долгого пребывания в удушливом помещении. Мы смотрим фотографии тех времен и видим памятники Саттархана, художников с портретами Хиябани, читаем патриотические стихи поэтов, слушаем героический дастан азанов. Очевидно, что это было временем поднятия национального духа. Даже несмотря на складывавшиеся революционные тенденции на территориях бывшей Российской империи, безусловно коснувшихся и молодую Азербайджанскую Демократическую Республику в апреле 1920 года и впоследствии, попав в сферу влияния нового государственного образования СССР, идеи национального освобождения все так же затрагивали умы тюркских общественных деятелей. Долгая вереница войн, битв и лишений закончилась для нашего народа восстановлением утерянной независимости и провозглашением Азербайджанской Республики. Подумать только, сколько всего осталось позади. Знаменитые личности, воины, смертельные битвы, великие события времени. История тюркского народа знавала и видела разное. Трусость и смелость, предательство и верность, коварство алчности и жертвенность во благо окружающих. Каким бы нам ни казалась история, эта летопись времени все равно есть достояние нашего народа и каждого из нас. Это память, которую люди пронесли сквозь далекое пространство и время, и нам, нынешним потомкам, дана обязанность пронести ее подобно страннику, пустившемуся в далекий путь. На его пути встретится всякое, разные народы и их нравы. Он постигнет того, что ранее было неведомо ему, но одно есть постоянное в нем – это его память о себе и о родном очаге, коим и является Азербайджан. Край, где земля дышит памятью тех людей, кто отдавал свою жизнь за то, чтобы его народ и дальше существовал и созидал, за право быть хозяином на родной земле. Сегодняшний Азербайджан, как мы упоминали ранее, есть прямой наследник Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году. И вне всякого сомнения, идеалы тех, не побоимся этих слов, отцов-основателей, то священное место, которое они отводили независимому государству азербайджанских тюрков, должно отражаться и в наших сердцах. И если сегодня наш народ имеет свое независимое государство, обладает суверенитетом, то, несмотря ни на что, мы можем с гордостью повторить слова Мехмед Амин Расулзаде: «Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez». Каждый уголок Турции уникален. Традиционные блюда, сладости, изделия, нравы и привычки. Что может быть лучше, чем окунуться на денек в жизнь маленького турецкого городка? Мы в Эскишехире, или, правильнее сказать, в старом городе.
Ухоженный и компактный город в северо-западной Турции, заметим, согласно решению саммита глав тюркоязычных государств, стал культурной столицей тюркского мира 2013 года. В начале XIV века Эскишехир, или Старый город, был столицей молодого османского государства. В начале XX – полем сражения греческих войск с армией Турции. В начале 21-го – это студенческий центр страны и турецкая Венеция одновременно. Официально население Эскишехира около 650 тысяч человек. Но поскольку именно в этом городе расположился самый крупный университет страны и четвертый в мире, с сентября по май население города увеличивается вдвое. И это неудивительно, в университете ежегодно проходят обучение 880 тысяч студентов. Эскишехир очень компактный город, центр его разделен каналами реки Посрук. Эта часть города называется Адалар, или в переводе на русский «острова». Каналы как бы выделяют в небольшие острова часть города, что в какой-то степени напоминает Венецию. Именно поэтому после реконструкции набережных в 2008 году здесь начали ходить венецианские гондолы. В выходные желающие прокатиться по каналам Эскишехира выстраиваются в очередь. Одна прогулка стоит 15 лир с человека. Адалар или острова – любимое место студентов. С утра до глубокой ночи здесь работают многочисленные кафе, рестораны и бары на любой вкус. Кстати, излюбленный транспорт здесь – велосипед. И это неудивительно. Город расположился на равнине, поэтому передвигаться на велосипеде не составляет труда. И по-студенчески дешево. Одун-Пазар – так называется исторический и туристический район Эскишехира. Отреставрированные здания 19 века, пекарни и лавочки мясников, мастерские – на каждом шагу история, мастерство и искусство, передаваемое из поколения в поколение. Оказывается, 70% жителей Эскишехира – это потомственные крымские татары. Поэтому именно это блюдо и стало визитной кулинарной карточкой старого города. Чебуреки здесь подают с пылу с жару. К ним подают также айран и, конечно же, большое количество салфеток. И на заметку, чебуреки в Эскишехире среднего размера, и мяса в них кладут не очень много, поэтому стоит заказать сразу 3 или даже 4 штуки. merkezi Eskişehir'imizin Mihalıçık ilçesinden Kırgızстанlı kardeşlerimize buradan kucak dolusu... Через вас передаю свои искренние пожелания кыргызстанцам. Нам необходимо укреплять наши братские дружбы. Пусть наши дружественные отношения будут вечными. Я приглашаю вас в гости. Мы всегда готовы вас встретить с особой теплотой и искренностью.
В кампусе Восточного университета Северного Кипра находится Музей классических автомобилей мира. Он был основан в 2007 году. В музее представляется более 140 автомобилей. Самой старой моделью является Crest Mobile 1899 года. Этот автомобиль считается уникальным в мире. Музей классических автомобилей первый и единственный в Северном Кипре. la 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 la